Доброго времени суток самым ярким и целеустремленным лидерам компании Faberlic. Добрый вечер, многоуважаемое руководство и всем сотрудникам компании. Добрый вечер, страна Faberlic! Как ваше настроение, сердцебиение, пульс и давление? Все у вас в норме? Супер! А вы знаете, у меня что-то пульс участился и сердцебиение тоже. Знаете почему? Я-то думала, что в этом мире есть всего 3 красивых человека. Я, моя тень и мое отражение в зеркале. О боже, что я вижу? Нас, оказывается, так много! Вы прекрасны! Итак, сегодня мне бы очень хотелось пообщаться с вами на тему командообразования и как создать эффективную и результативную команду. Командообразование – очень важная тема в нашем бизнесе. Либо мы учимся создавать команду, либо рано или поздно мы уйдем из бизнеса, потому что без команды нам в этом бизнесе делать нечего. Сетевой бизнес – это командный бизнес. И нам важно понимать, что главный наш актив – это наша команда. Но прежде чем говорить о командообразовании, у меня будет к вам необычный вопрос. Здесь, в своем бизнесе, в компании Faberlic, вы создали команду, коллектив или банду? Подумайте сейчас хорошо. И выберите только один пункт. Я вас слушаю. Банду. Банду. Так, отлично, супер. А у кого-нибудь команда есть? Отлично. Да. А можно у вас спросить, объясните мне, почему команда? Цели одни, а у банды тоже одни цели. Одинаковые. Что? Есть командир. Лидер, да, есть командир. А и в банде, и в команде есть лидер. Дисциплина? В банде тоже есть дисциплина. Постройки трудно ходят в банде. В банде тоже друг другу помогают, они очень сильно сплоченные. Итак, мы можем говорить, что только в команде у всех есть цели. А в банде тоже они есть цели. Мы можем говорить, что только в команде можно добиться успехов, а в банде тоже можно многого чего добиться. Мы можем с вами говорить, что в команде один за всех и все за одного. В банде тоже один за всех и все за одного. Они очень-очень сильно сплоченные. И здесь... А по мне не видно откуда? Вот. Маркетинга нет? Есть! Кто больше принесет, тот больше получит. Есть маркетинг в банде, поверьте. И здесь, и там своя миссия, своя структура, свой лидер, управление, взаимоотношения, взаимодействие. Итак, банда от команды отличается только 2 показателями. Первое.
Банда всегда действует разрушительно. Банда никогда не действует показательно. Команда же, в свою очередь, действует созидательно. И второе – это ценности. У банды и команды абсолютно разные жизненные ценности. Банда и команда – это совершенно разные вещи. И результат будет абсолютно разным. Мы порой думаем, что создали команду, а на самом деле создаем банду. В нашем коллективе собираются по 2-3 человека. Это мелкие банды. И чем они занимаются? Нытьем и сплетнями. Ой! Наша компания шаги-то нам восстановила, а вместо 9 их теперь 5. Ой! VIP-программу восстановили, а теперь ее вовремя, если не возьмешь, она сгорает. Да вы только посмотрите на нашего наставника. Мы пашем, а он деньги лопатой гребет. Они пишут на своего наставника коллективную жалобу. Но это не так. Они глубоко ошибаются. Огромное количество консультантов, которые перестали работать, но лидер продолжает усердно строить свою структуру. Он получает деньги за систему, которую создал потом и кровью. Мышление банды просто забрать. Банды в наших структурах ищут легкий способ заработать. Айтекен Хано, я уже неделю как в вашей команде, вы еще ни одного человека даже под меня не зарегистрировали. Ха! Наверное, пока я вам все это сегодня рассказываю, у вас перед глазами бандики проходят, мелькают лица некоторых консультантов. Вот показатель команды. И если мы смогли зарегистрировать свою структуру людей, которые умнее нас, они будут тянуть нас вверх. Они придадут нам энергию. Мы автоматически будем подтягиваться до их уровня. Команда нужна для того, чтобы решать проблемы, а не создавать их. Нам нужны люди, которые будут делать нас сильнее, а не слабее. Как происходит? Мы в основном регистрируем того, на кого оказываем влияние и для кого являемся авторитетом. Соответственно, эти люди уже ниже нас находятся. Что происходит потом? Наши консультанты также регистрируют людей, для которых они являются авторитетом и на кого оказывают влияние. Планка еще ниже падает. И так продолжается. И вместо того, чтобы планка поднималась все выше, она падает все ниже и ниже. Верно? Поздравляю! Теперь мы создали огромную армию неудачников. Огромное количество людей, с которыми мы порой сутками работаем, а создается ощущение, ай, как будто мы с картинками разговариваем. Есть такое? Часто бывает так, что в структуре 500 человек, а из них зарабатывают только 10. А где остальные? Они в полном нокауте. Почему так происходит? Потому что мы уделяем свое время на тех, кто в первый же день регистрации хочет до обеда поработать, а после обеда стать директором. Мы уделяем свое время на тех, кто ничего
в этой жизни менять не хочет. Давайте сегодня подумаем. Ради этих людей мы тратим самые дорогие нам ресурсы. Время и энергию. Ради этих людей мы отдаем частичку своей жизни. А они только ноют и ноют и ноют. Им нужно приготовить, их нужно с ложечки покормить, одеть, обуть, сюсюкаться с ними. На все готовое они хотят быть. А вот чуть-чуть осталось, чтобы мы им еще памперсы поменяли. Наш бизнес – это бизнес больших чисел. Очень многие из нас, очень много людей регистрируют. И мы порой не можем знать, кого зарегистрировали в команду. Да, есть люди в наших командах, которые слабее нас. Но настоящие лидеры отличаются от других способностью мыслить и способностью действовать. И пусть они слабее нас, они стараются менять свое мышление, они стараются стать настоящими лидерами. И в этот момент нам важно поддержать их, не оскорблять, не задевать их чувство собственного достоинства, не уничтожать их. Нам важно поддержать их во всем. Вы знаете, они очень нуждаются в нашей поддержке. Эти люди хотят так же, как и мы, стать примером для подражания. Нам важно видеть в них величие. Нам важно видеть в них достоинство. И в тот момент, когда они теряют силу, в тот момент, когда они теряют веру, в тот момент, когда они теряют надежду, важно подойти, взять за руку и сказать: ты знаешь, мы с тобой одна команда. Я пригласила тебя в этот бизнес, и я очень хочу помочь тебе, чтобы ты зарабатывала. Но я не могу тебе ничего дать, если ты не способна забрать. Я не могу ничего тебе дать, если ты не приняла твердое решение стать хозяином своей жизни и лидером в своем бизнесе. Посмотри, в нашей компании огромное количество людей зарабатывает. Огромное количество консультантов смотрят на этих лидеров и хотят взять автограф, сфотографироваться с ними. Эти лидеры идут по красной дорожке, получают признание и огромные чеки. Они покупают дома, дачи, квартиры, дорогие автомобили. Но почему это не ты? Ведь мы работаем в одной компании. У нас один продукт. И для всех нас один и тот же маркетинг-план. Но почему это не ты? Может быть, ты думаешь, что у тебя будет больше возможностей, что мы помолодеем, что представится более удобный случай. А когда, если не сейчас? А когда, если не сегодня? Когда нас не станет, что ли? Ты можешь оправдывать свое положение.
Ты можешь сказать, да Заварухины вперед меня зарегистрировались. Ты можешь сказать, да Наташка Жук лучше меня выступает, я так никогда не смогу уверенно говорить со сцены. Ты можешь сказать, а у меня нет такого окружения, как у Марьянки Умаровой. Ты можешь сказать, что у тебя нет денег, нет времени, муж против, свекровь ведьма. Ты можешь сказать, что холодные контакты и соцсети, я их просто не могу использовать. Ты можешь говорить все, что угодно. Эти оправдания оправдывают тебя, успокаивают тебя. Но эти оправдания не изменят твою жизнь. Они не наполнят твою жизнь миллионами ярких красок. Они не принесут тебе денег. Они не помогут твоим родителям, твоим детям, и тебе тоже не помогут. Они погубят твою мечту. Они заживо похоронят твою мечту. Ты знаешь, я хочу сказать тебе сегодня, что ты в нужное время и в нужном месте. Ты в самой лучшей компании в мире. Ты в компании Фаберлик. И вместе мы с тобой сделаем невозможное возможным. Ведь вместе мы сила. Я твердо верю в тебя. У тебя все получится. Попробуй еще раз. Ты лучшая. Усиливайте сильных. В этом наша задача. Нам важно иметь настоящую команду. Если у нас нет настоящей команды, то в нас живет мышление фермера. Фермер каждую весну сажает картошку, пшеницу, морковку. Осенью собирает урожай и всю зиму кушает. Чтобы его покушать на следующий год, ему приходится заново спахивать землю, заново сажать картошку, морковку, пшеницу. И через 3 года то же самое, через 5 и 10 лет то же самое. Нужно постоянно делать одно и то же. Нельзя год сажать и не сажать. Вот это мышление фермера. Теперь я вам расскажу о мышлении садовника. Садовник понимает, что сажая правильно и заботясь, и ухаживая о дереве, он как минимум будет получать 15-20 лет урожая. Сажая одно дерево, он уже понимает, что это дерево энную сумму денег стоит. По мере того, как оно растет, сумма увеличивается. А когда начинает давать плоды, стоит еще дороже. Поэтому нам важно выращивать настоящих лидеров и выстраивать долгосрочные отношения. Вы представляете, фисташковое дерево 400 лет дает урожай. И чтобы понять, кто нам нужен, в этом нам поможет метод снайпера. Поймите, кто вам нужен, и держите на них весь ваш фокус и концентрацию. И если мы справимся с этой задачей, то они в нашей команде совершат великие дела. И наш бизнес будет процветать. А мы идем дальше к следующей теме, как создать эффективную и результативную команду. Наши достижения будут настолько же выдающимися, насколько выдающейся будет наша команда. А команда будет настолько же выдающейся, насколько выдающимся будет ее лидер.
Не бывает команды без эффективности. И если то, что мы называем командой, неэффективно, то, скорее всего, это не команда, а группа людей. Роль лидера в команде трудно переоценить. Лидер в команде, по сути, неотъемлемая ее часть. Не бывает лидера без команды, как и не бывает команды без лидера. Это как нитка и иголка. Одно без другого не может существовать. Расскажу вам анекдот по нашей теме. Мама задает своему сыну вопрос, который каждая мама хоть один раз в жизни задавала своему ребенку. Сережа, вот если бы твои друзья прыгнули бы с моста, ты что, тоже бы за ними прыгнул? На что сын отвечает: да что вы говорите, мамочка, если бы мои друзья прыгнули бы с моста, то, скорее всего, это бы была бы моя идея. Вы родили лидера, а не последователя. Итак, чтобы создать эффективную и результативную команду, важно самому быть настоящим лидером. Кто же такой лидер? В наше время быть лидером не просто хорошо, быть лидером престижно. Лидер – это тот человек, который способен превратить свое видение в реальность. У лидера согласованы чувства, мысли и действия. Говори, думай, действуй, все едино. Задача лидерства – не вдохнуть величие в человечество, а извлечь его, ибо величие уже в нем присутствует. Лидер понимает, что одна из самых ценных инвестиций в этом мире – это люди. Функция лидерства состоит в том, чтобы производить больше лидеров, а не больше последователей. Если сегодня мы вспомним, о чем мы мечтали в детстве, и о чем мы мечтаем сегодня, многие удивятся. Почему? Детские мечты часто остаются нереализованными. Чем взрослее мы становимся, тем больше мы разочаровываемся в своих возможностях. Хочу спросить у вас, поднимите руку только те, кто в детстве мечтал стать актером или актрисой, но не стал. А кто мечтал стать певцом или певицей, но не стал? А доктором? А учителем? Ага. А теперь поднимите руку только те, у кого детская мечта сбылась. Обратите внимание, как мало человек подняли руку. И мой последний вопрос к вам. А кто в детстве мечтал стать космонавтом и полететь в космос? Отлично. А вы знаете, я знаю двух таких людей, у которых эта детская мечта сбылась. Сейчас расскажу вам о них. Первый – это Нил Армстронг. 16 июля 1969 года он стал первым человеком, который ступил на Луну. И вот когда он ступил на Луну, его первая фраза была: «Маленький шаг для одного человека, но огромный шаг для всего человечества». Однако, когда он возвращался обратно к космическому кораблю Аполлон-11, он сказал еще одну фразу: «Удачи, мистер Горский!» На протяжении нескольких десятилетий на любых встречах и конференциях Нила спрашивали, что означало его заявление. Но он загадочно улыбался и ничего не отвечал. Он говорил: я не могу вам ответить на этот вопрос. И только спустя 26 лет Нил рассказал свою историю этому миру. Мистер Горский к тому времени умер, и Нил понимал, что он уже никого навредить не сможет,
что он уже никого не сможет поставить в неудобное положение. Будучи ребенком, Нил играл на заднем дворе вместе с друзьями в бейсбол. Друг Нила забросил мяч так, что он оказался за окном спальни их соседей, мистера и миссис Горски. Важно ответить, что пара постоянно ругалась и была на грани развода. Когда Нил нагнулся, чтобы поднять мяч, он услышал, как мистер Горский кричит на свою жену и требует ее исполнить свой супружеский долг. На что она кричит в ответ и, указывая рукой на Нила, говорит: ты получишь это только после того, когда этот соседский пацан прогуляется по Луне. Вы представляете, сколько лет этот ребенок был предан своей цели? И именно тогда, после слов миссис Горский, он загорелся мечтой стать космонавтом. И он сделал это! Ну а второй такой человек стоит сегодня перед вами на сцене. Это Алишер. Он в детстве тоже мечтал стать космонавтом. Вы знаете, мне все в соцсетях пишут: «Фарангиз, вы космос». Так что свой 25-летний юбилей жизни в браке шеф проводит с космосом. Да-да, у нас в этом году была фарфоровая свадьба. Я всегда говорю своим лидерам: поставил цель, добейся и точка. Нет недостижимых целей. И есть высокий потенциал лени. Как можно чаще напоминайте своей команде, что если их цель светит им, как луна в ночи, если каждую ночь они задаются вопросом: а что я сегодня сделал, чтобы еще на один шаг быть ближе к цели, если эта им цель жжет им пятки и утром рано подбрасывает их с кровати, если она не дает им спокойно жить, если не сдадутся и будут идти напролом, достигнут любой заветной цели. То, во что мы верим, становится нашим миром. Нам важно, чтобы в нашей команде сформировалось 5 вер. Итак, первое – это вера в себя. Вселенная говорит нам: поверь, и ты увидишь чудеса. А мы ей отвечаем: а ты сначала покажи эти чудеса, потом я поверю. Вера в себя – это закон счастья. Вера обладает огромной силой, во много раз больше, чем сила физического тела. Я всегда говорю команде: пусть даже весь мир перестанет верить в вас, верьте в себя. Второе – вера в наставника. Кто верит в своего наставника? Поаплодируйте своему наставнику так громко, чтобы он прочувствовал это, как горячо он верит в него. В какую компанию мы с вами верим? Какая компания номер 1 в этом мире? Молодцы! Вера в продукт. В чьих продуктах жизнь, молодость и красота? Вера в будущее. Будущее отныне принадлежит 2 типам людей: человеку мысли и человеку труда. Оба в сущности составляют одно и то же. Ибо мыслить значит трудиться.
И я верю, что самое классное будущее ждет всех нас, лидеров компании Faberlic. Уникальность сетевого маркетинга в том, что личный успех и доход напрямую зависит от успешности членов команды. И качественное обучение консультантов имеет первостепенное значение. Если хочешь, чтобы зарабатывал твой наставник, обучайся сам. Если хочешь зарабатывать сам, обучай команду. Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Обучение – это самая ценная инвестиция в будущее. Настоящий лидер – вечный ученик. Приобретая новые знания, он несет их своей команде. Плотное сопровождение. Вообще понятие сопровождения пришло к нам с детства. Представим маму со своим ребеночком, да? Мама — это вообще бессменный караул. Она сопровождает своего ребенка всегда и везде, оберегает его. Ваня, не бегай туда, упадешь, не садись сюда, испачкаешься, не трогай это, обожжешься. Мама является сопроводителем, и именно мама помогает малышу познавать этот мир. Также и мы в компании Faberlic являемся сопроводителями. Именно мы помогаем нашим новичкам познавать этот замечательный мир, мир Faberlic. Но часто я замечаю такую картину. Зарегистрировали новичка, и ты кто такой, давай до свидания. Да. А? Есть такое, да? Кто себя узнал? Часто так делаем. Но вы знаете, тогда мы больше походим на кукушку, которая свои яйца подбрасывает в чужие гнезда. Зарегистрировать новичка – это 1% работы. А сопроводить, плотно сопроводить – это остальные 99% работы. Нам важно быть на короткой ноге и на одной волне с нашими новыми консультантами. Звоните, пишите, встречайтесь с ними, обучайте их системе, исправляйте их ошибки, отвечайте на вопросы, мотивируйте, вдохновляйте их. Важно сопровождать их до тех пор, пока все ценности, которые есть в вашей голове, вы не передадите им. И самое главное правило сопровождения – сопровождайте так, как хотели бы, чтобы сопровождали вас. Одна из основных проблем на сегодняшний день в менеджменте – это пренебрежение делегированием. Никто так хорошо не сделает, как лидер. Никто так хорошо не разбирается в вопросе, как лидер. Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. И если вы всегда так делаете, то никто и никогда не будет делать лучше, чем вы. Никто и никогда не будет делать так, как вы. Никто и никогда даже не приблизится к тому, как делаете вы. И вы всегда все за всех будете делать сами. Лидер, он всегда делегирует. Он четко распределяет роли в команде в зависимости от умения, знаний и навыков участника. Этим самым он дает возможность другим развить в себе лидерские качества. Человек развивается только тогда, когда получает задание, которое превосходит его возможности. Кстати, есть только две вещи, которые делегировать нельзя. Это жена и зубная щетка. Они не делегируются, они имеют особую ценность. Понятно, да, Алишерчик?
Самый лучший лидер – это ненужный лидер, потому что он выстроил свой бизнес так, что теперь система работает на него, а не он на систему. Итак, вывод одним предложением. Делегируют боги, герои все делают сами. Дублицирование. Делегируя обязанности, контролируя выполнение, плотно сопровождая, лидер добивается того, что его команда начинает его копировать. Иными словами, дублицировать. Команда начинает мыслить, говорить и действовать так, как это делает лидер. У сетевиков есть крутая фраза: наша структура – это отражение нас. Попрошу вас, пожалуйста, сейчас вот так все свой большой палец поднимите, пожалуйста. Ай да молодцы, ай, какие вы молодцы. Да. Ой, вижу. Выше. А я вас какой палец попросила? Большой же поднять. А вы какой подняли? Молодцы! Для чего нужен был этот пример? Наши команды никогда не будут делать то, что мы им говорим. Они будут делать то, что мы делаем. Понятно, да? Вот как сейчас получилось. Наша команда будет копировать и наши плюсы, и наши минусы. К сожалению, минусы больше копируются, потому что дурной пример заразителен. Мы будем в шоке от того, что наша команда не делает то, что мы им говорим. А знаете почему? Потому что они не видят успешного примера в наших действиях. Все знают о компании Coca-Cola. Вы знаете, по статистике, когда провели опрос, более 80% людей в этом мире попробовали Coca-Cola. Но что делает компания Coca-Cola? Она всегда и везде, повсюду продолжает себя рекламировать, да? Так? Праздник нам приходит. Почему? Потому что они хорошо знают психологию людей. И если они не будут напоминать о себе, то люди забудут об Кока-Коле. Так вот, нам важно здесь, в нашем бизнесе, сделать свои плюсы публичными. Нужно каждый день показывать команде свои эффективные и результативные действия. Верно? Согласны? Нам важно потрудиться, чтобы команда начала нас копировать. Помните, вы являетесь источником приумножения. Вы ядро, и все движется вокруг вас. Ваш результат говорит громче и больше любых ваших слов. Нам важно упростить все в нашей системе, чтобы любой смог нас повторить. Смотри на меня и делай, как я. Вы знаете, иногда такие фразы слышу, что сама не врубаюсь. Думаю, бедный новичок, как врубиться? А новичок вот смотрит, головой кивает, глазками хлопает, типа понимает, сам нифига не понимает. И про себя думает: о, ты другой, ты такой умный, я не такой, я никогда, как ты, рассказывать не смогу. Он и так пришел неуверенным, а мы еще больше в него вселили комплексов и неуверенности. Поэтому своим лидерам мы всегда советуем: так легко рассказывайте про наш бизнес и систему, чтобы вот на вас смотрели и думали: ха, если эта дура смогла, я тем более смогу.
Итак, упростите все так, чтобы любой мог это сделать. Итак, вывод одним словом. Нам здесь, в компании Faberlic, в нашем бизнесе, нужно заниматься вот чем. Ой! Да. А что вы смеетесь? Это тот секс, про который вы подумали? Он для здоровья важен, для создания семьи. А я вам вот про этот, который важен для финансовой стабильности и создания мощной команды. Сила естественного дублицирования себе подобных. Дублицируйте, создавайте свои копии. И чем больше человек в команде вас сможет продублицировать, тем эффективнее и результативнее она будет. Следующий слайд у нас дублицирование. Слово дублицирование означает удвоение или повтор. Секрет успеха в постоянстве. Секрет успеха в повторении. На юге Китая есть провинция, и называется она Хайнан. И вот там есть остров обезьян. Я знаю, что наша компания организовывала туда драгоценную поездку. Кто был в этой поездке? Отлично, молодцы. Вам очень повезло. И вы знаете, на этом острове есть крутое, незабываемое шоу. Там коза ходит по канату. Вход стоит $50. И каждые 1,5-2 часа на это шоу заходят по 600-700 туристов. Нет, вы представляете, коза ходит по канату. У хозяйки козы спросили: а как вы так сделали, что ваша коза такое смогла сотворить? Вы знаете, у нас с отцом была коза, и мы думали, что можно сделать, чтобы коза начала приносить нам доход. Нет, я размышляю. Нет, вы представляете, эта коза миллионерша, она зарабатывает больше, чем некоторые люди. Вы представляете? Почему? А потому что все очень просто. Эта коза научилась делать то, что другие козы делать не могут. Да? А хозяйка козы часами, неделями, месяцами и днем, и ночью снова и снова, еще раз и еще раз гоняла эту козу по канату, пока та не научилась ходить. Верно? Вы представляете, китайцы научили козу ходить по канату, а мы людей не можем научить бизнесу нашему. Этим примером я хочу вам донести то, что любого можно обучить. Главное, чтобы у нас было горячее желание обучать других, а у них жгучее желание обучаться, чтобы поменять свою жизнь. Вот и все. Просто знаете, проблема в чем? Проблема в том, что порой люди больше, чем коза, сопротивляются. Да. Можем дальше? Вы знаете, я девушка очень недоверчивая. Я подумала, прежде чем это людям рассказывать, надо же загуглить. Вы не представляете, я загуглила. Какое шоу открылось моим глазам. Эта коза еще посреди каната встает вот так на 2 ножки, а у нее еще обезьянка сальто на спине делает. А мужик, который снимает, говорит: вау! Добавьте эту козу в книгу рекордов Гиннесса. Вот так. Также на этом шоу есть попугай.
Значит, участники по желанию поднимают высоко руку вверх, держа купюры. Хочу отметить, что туристов много с разных стран, и купюры получаются разные. И когда отпускают попугая, попугай начинает собирать деньги. И вы представляете, он собирает самые крупные купюры. У попугая есть финансовая грамотность, а у многих людей ее нет. Да, как-то так. А вы знаете, я хочу спросить у вас сегодня. Поднимите руку, пожалуйста, у кого есть дети? Отлично, вы счастливые люди, потому что дети – это цветы жизни. Простите, пожалуйста, за такой нескромный вопрос, но это закон природы. А вы что делали? У вас дети появились. А можно у вас спросить, а вот у вас как после первого раза каждый раз один ребенок появился, да? Занялись один раз любовью, один ребенок. Занялись второй раз, второй ребенок. Третий, четвертый, пятый, да? И пошло-поехало. Так было? Так просто не было, да. Если бы так просто было бы, весь город был бы наш. Но так не было. А у вас так было, да? Что вот занялись один раз, и ребенок не получился. Вы разве говорите: Вася, нет результата! Прекращать это дело надо! Ой, Молечка, я в депрессии, ты права! Не наше это, не будем больше это делать! Так не было, да? Вы делали это еще раз, снова и снова, что помогало? Кайф и удовольствие, наслаждение. Так? Вы не сдавались. Так почему же здесь, в компании Фаберлик, мы так быстро сдаемся? Нам важно получать, научиться кайф и удовольствие, умственный кайф и удовольствие от одних и тех же ежедневных действий. От ежедневного рекрутинга. Ведь именно рекрутинг сделает нашу команду огромной. От планирования. Ведь если мы не запланируем наш день, то наш день запланирует нас. От отказов. Ведь именно отказы делают нас еще сильнее. От возражений. Ведь именно возражения должны нас вдохновлять. От делегирования, от дублицирования и так далее, и так прочее. Нам важно научиться получать наслаждение, ощущение счастья. И вы знаете, когда одна цель за другим начнет осуществляться, это будет так круто. Это будет наше счастье долговременно. И если телесный оргазм длится всего лишь несколько минут, извините, у кого-то несколько секунд, то когда цели одна за другой будут осуществляться, это счастье становится долговременным. Это годовой оргазм. А если вы не сдадитесь и пойдете до победного конца, то это оргазм на всю оставшуюся жизнь. Вы знаете, мы с Алишером поженились в 2002 году. Но мы решили детей пока не заводить. Мы решили заработать, приехали в Москву, жили и работали в Москве, немножко заработали, вернулись в Таджикистан, решили заводить детей, но ничего не получалось. Но мы не сдавались.
4 года подряд. Пробовали, активно пробовали. И вы знаете, в 2006 году случилось чудо. На свет появился наш долгожданный сын Салман. Но нам так понравился и сам процесс, и плод этого процесса, что всего лишь через год и 9 месяцев на свет появилась наша любимая дочка Миланочка. Знакомьтесь, это наши любимые дети Салман и Милана. И всегда помните, всегда, для великих дел необходимо неутомимое постоянство. На кого похожи наши дети? На папу, да, сразу видно, да, кто больше всех старался? Вдохновение и мотивация. Я обожаю снова и снова повторять одну и ту же фразу. Глупый лидер постоянно ругает, умный лидер постоянно обучает. И только великий лидер видит в людях величие и вдохновляет их на великие дела. Делегирующему лидеру очень важно вдохновлять и мотивировать свою команду. Вдохновляющий лидер использует в своем словаре несколько слов и фраз. Привет, Алишер! Ай да молодец! Пришел навстречу! Вы же назначили, я и пришел. Молодец, что пришел. Садись. А у тебя презентация готова? Да, готово. Отлично, молодец. Показывай презентацию. Вот презентация. Так она же не готовая? Да, недоделанная. А, к завтрашнему ее доделаешь? Нет, не успею. Да успеешь, ты же молодец. Нет, не успею. Успеешь, я верю в тебя. Если даже и успею, я выступить не смогу, я не оратор. Я твердо верю в тебя. У меня просто непоколебимая железно-бетонная вера в тебя. Ты сможешь. Он выступил, и я тобой горжусь. Он не выступил, и я тобой горжусь. Но ведь я не выступил. Но ты попытался. Я горжусь тобой. Я не оратор. Я вижу, ты не оратор и вышел. Я горжусь тобой. Я никогда не стану оратором. Ты сможешь. У тебя все получится. Попробуй еще раз. Ну ладно, я попытаю еще раз. Молодец, отлично. Красавчик! Средние лидеры поднимают планку для себя. Хорошие лидеры поднимают планку для других. И только великие лидеры вдохновляют других поднимать свою собственную планку. Будьте великими лидерами. Быть лидером – это круто. Потому что в мире этих людей практически нет границ. Они живут в океане возможностей. Они видят, что их жизнь – это шедевр. Они понимают, что возможностей больше, чем времени в их жизни. Они видят голубые и красные океаны, видят изобилие мира, и при этом идут не по протоптанным дорогам, а туда, где им интересно. И даже когда, прокладывая новый путь, они в этом замечают новые возможности заработать, приумножить и реализовать. Даже самый яркий неудачник рядом с лидером чувствует себя успешным. Лидеру пытаются подражать. Его жизнь всегда впечатляет.
он не напрягается. Он живет, живет, точно зная свое предназначение в этом мире. Он меняется сам и меняет мир вокруг себя. И именно о таких лидерах складывают легенды. И именно такие люди ведут за собой выдающиеся, эффективные и результативные команды. Сегодня пришло время познакомить мир с великими людьми, с великими лидерами. Я точно верю, что это каждый из вас. Я желаю вам быть такими лидерами, про которых бы говорили: наш мир не был таким великим, пока не появился он. Я желаю вам, чтобы вы всегда помнили, ваш успех поможет многим, ваше поражение не поможет никому. И сегодня у меня вопрос залу. Только честно, поднимите руки, кто ищет себя в этой жизни. Спасибо вам за честность. Давайте прекратим это дело делать. Прекратим себя мучить. Давайте сегодня, с сегодняшнего дня, с этой минуты перестанем себя искать и начнем себя создавать. Генри Форд сказал: заберите у меня мои деньги, заводы, станки и фабрики, но оставьте мне моих людей, и вскоре мы создадим заводы лучше прежних. Почему же Генри Форд был готов отдать все ради своей команды? Потому что команда – это энергия, драйв, позитив, успех, результат и достижение целей. Цели у всех разные, путь к ним один – наша команда. Здесь, в компании Faberlic, для меня слово «команда» произносится совсем по-другому. Не так, как все, не с тем акцентом, как у всех. Так говорят о чем-то большом, живом, священном. Это невозможно объяснить словами. Нет таких слов, чтобы описать этот феномен. В нем нужно присутствовать лично, участвовать лично, переживать лично. И результаты будут потрясающие, яркие и огромные лично. Эта команда – это новая единица измерения человеческого успеха, человеческой активности, человеческой мечты. Эта единица принадлежит особому кругу людей, у которых есть такое понятие, как сверхзадача, у которого есть своя сверхмечта, и которые готовы достигать результатов своими сверхвозможностями. Сила команды! Каждый ее участник! Сила каждого участника – команда! Дорогие наши, сегодня мы желаем вам огромных, выдающихся, эффективных и результативных команд. И хочу сегодня поздравить нас, страну Faberlic, с таким замечательным днем, днем нашего рождения. Низкий поклон создателю нашей компании Алексею Геннадьевичу Нечаеву. Вы сотворили шедевр,
который помог миллионам судеб в этом мире поменять жизнь, сорвать оковы бедности и приобрести финансовую свободу. Свой проект мы с Алишером назвали Faberlic Forever, потому что мы точно знаем, что такая компания, которая несет за собой огромные ценности, она будет жить вечно. Faberlic – это я, Faberlic – это вы. Мы с вами навсегда. И теперь, вы знаете, сегодня же сказали, что Faberlic – это каждый из нас. Обычно меня спрашивают, да сколько вам лет, Фарангиз? Я говорю, 20 лет и 23 зимы. Теперь зимы я говорить не буду. 25! С днем рождения, моя любимая компания! С днем рождения, страна Faberlic!